В нашем регионе умеют не только хорошо просчитывать экономические риски, но и хлебосольно встречать гостей. В последний день работы Чебоксарского экономического форума на площадке возле Ледового дворца Чебоксар-Арена прошел межрегиональный фестиваль национальной кухни «Гостеприимная Чувашия». Сколько команд со вчерашнего вечера трудились над созданием блюд и куда теперь организаторы денут все кулинарные шедевры, расскажем в нашем сюжете. На площадках Чебоксарского экономического форума кипят дискуссии на тему трансформации региона, изменений подходов к работе во всех сферах, преображения пространств, обязательного внедрения в жизнь умных технологий, к примеру, таких. И всерьез обсуждают мысль, что искусственный интеллект – это никакая не фантастика, а часть современного мира. И вот с такими Ванями и Гришами, говорят спикеры, в скором времени можно будет поговорить прямо на улице. Меня зовут Кирилл, я настоящий живой робот. Рада приветствовать тебя на форуме. Привет. Добро пожаловать в Чебоксары. Пока внутри Ледового дворца Чебоксар-Арена разгораются умные страсти, снаружи тоже жарко в прямом и переносном смысле. Прямо на костре под палящим солнцем участники межрегионального фестиваля национальной кухни «Гостеприимная Чувашия» готовят какай-шурпи. Участников на экономическом форуме много, накормить нужно всех. Так что в дело идут не маленькие кастрюльки, а целые чаны. Скажите примерно, сколько литров у этого супа сегодня кто его съест? Литров 300, наверное. То, насколько Чувашия гостеприимна, понятно по ломящимся от еды столам. 12 команд, заявившихся к участию в конкурсе, начали их сервировать ранним утром. Национальная кухня хоть и предполагает незамороченность в ингредиентах, но вызывать эстетическое удовольствие и желание умять блюдо за обе щеки она может только при красивой подаче. Так что мастера старались. Они, кстати, были не только местные. До Чебоксар сумели доехать повара из Москвы и Уфы. А вот профессионалов общепита из Узбекистана отпугнула стоимость проезда. Она оказалась неподъемной для команды. Стоимость проезда, вот они мне сказали, Ташкент, Москва 80 тысяч. Огромная сумма, конечно. Если приедет команда, мы не можем, говорит, извинились. Также извинились Казань. Они вовремя не сдали из-за пандемии эти анализы. Не приехала Пермь, они обещали. Не приехал Казахстан. Казахстан тоже не выпускает. Азербайджан, Тахир Араласанович не приехал. Мы очень, конечно, ждали, но из-за этой болезни, конечно, увы, не смогли. Фестиваль ежегодно проводится с целью популяризации национальных традиций и кухни. На нынешнем организаторы еще и заявили о новом чувашском бренде «Хуран Кукли». Вареники с разными начинками готовили все команды-участники. Приезжим, конечно, пришлось непросто. Башкирам, к примеру, нет равных в исполнении пыстилы и хвороста. Это их национальные десерты. Но ребята уверены справиться и с особенностями нашей кухни. Мы подготовились немного. Хуран Кукли, то есть это как национальное блюдо вареники. То есть мы будем готовить. У нас будет 3 блюда и 3 разных вареника. То есть горячее, холодное и, соответственно, соус. Все продукты наши с Башкирии. Будем стараться все это подать и показать, то есть как мы это видим. Ну как вам в целом фестиваль? Фестиваль хороший, у вас очень жарко. Небывалая жара – это, конечно, главный враг для всей этой красоты. Не спасают даже холодильники. Хотя организаторы фестиваля уверены, туда и ставить будет нечего. Все приготовленное умелыми руками мастеров разойдется по тарелкам дегустирующих за считанные минуты. Евгения Зиновьева, Татьяна Самсонова, Виктор Степанов, Владимир Синдеев. Вести Чебоксары.